Доброе утро, Якутия! Мы рады приветствовать всех наших любимых телезрителей, кто сейчас находится у экрана своего телевизора. Это «Утро Якутии», вы встречаете его вместе с нами. Ну а мы, как всегда, рады поприветствовать вас в понедельник в 7 утра на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня день обещает быть насыщенным и плодотворным. Мы постараемся вас зарядить энергией на весь предстоящий день. Ну а вначале, по традиции, давайте узнаем, что нас ждет сегодня в нашей программе. По всей стране верующие христиане встречают Страстную неделю, а 16 апреля будут отмечать Великую Пасху. Институт профессиональной переподготовки Северо-Восточного федерального университета объявляет набор на дополнительные курсы. А какие нам расскажет специалист из университета. Семейный бюджет россияне делят пополам. Оказалось, что женщины чаще становятся кормильцами семьи. Также мы узнаем, какие нововведения вступают в силу в этом сезоне для дачников и огородников. А во втором блоке нашего выпуска мы поговорим о трудоустройстве подростков. Скоро лето, и этот вопрос, я думаю, будет актуален. Так что оставайтесь вместе с нами. Мы не забываем подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». На этой неделе там вновь мы будем разыгрывать билеты на различные мероприятия. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 31 градус. В Заречной группе 18-33 ниже 0. В южных районах 17-21 со знаком минус. В Вилюйской группе 23-31, в Нижнеленских до минус 31. В западных районах 13-20 ниже 0, в Колымендигирской группе улусов до минус 21. В Янских районах 14-34, на северо-западе до минус 26. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 26 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 1 градуса. Православные на этой неделе будут отмечать предпасхальную неделю, которая называется, как мы все знаем, Страстная неделя. Это дни, предшествующие Пасхе, которая, в свою очередь, зависит от лунного календаря. В этом году великий праздник приходится на 16 апреля. Напомним, Страстная седмица посвящается воспоминаниям о последних днях жизни Христа на земле, в том числе о его лишениях, распятии, смерти и погребении. Слово «страсть» в названии этого периода означает «страдание». У каждого дня Страстной недели есть свое название и смысл, посвященный событиям из жития Спасителя. Первый день Страстной недели именуется Великим понедельником. В этот день пасхальной недели принято встречать с родными и близкими, обмениваясь куличами и крашенными яйцами, а также принимать гостей. По традиции в этот день ходили в гости к родственникам именно мужчины и брали с собой куличи, испеченные своими женами. Женщины же в это время накрывали праздничный стол. Ну а какие праздники отмечаются сегодня на календаре, мы узнаем из нашей традиционной рубрики «Даты и события». Сегодня отмечают День фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации, Международный день движения сопротивления, также в мире отмечается День братьев и сестер, День рождения английской булавки и День рождения спички. В этот день православная церковь чтит память преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликидского, жившего в VIII веке. Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Иллариона, то теперь он точно начнет таять, причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из сани и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда. Это день в истории. В 1710 году в Англии вступил в силу закон об авторском праве. В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой. В 1832 в России введены звания почетных граждан для лиц недворянского происхождения. В 1907 Петр Столыпин изложил в Думе проект земельной реформы. В 1912 году британский лайнер «Титаник» вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание. В 1925 году город Царицын переименован в Сталинград, ныне Волгоград. В 1944-м освобождение Одессы от германской оккупации в ходе Одесской операции.
В 1955 году между СССР и КНР подписано соглашение о строительстве в Китае циклотрона и ядерного реактора. В 1957 году в Дубне введен в действие синхрофазотрон Объединенного института ядерных исследований. В 1972 году состоялось подписание Международной конвенции о запрете бактериологического оружия. В 1981 в Москве открылся мемориальный музей космонавтики, а в 2019 году миру представлена первая фотография черной дыры. В этот день родились в 1895 году Всеволод Рождественский, советский поэт и переводчик, военный корреспондент. В 1927 году родился Вилли Патов, советский писатель, сценарист и журналист. В 1937 году родилась Белла Ахмадуллина, советская и российская поэтесса, писательница, переводчица. В 1952 родился Григорий Явлинский, советский и российский политический деятель, экономист. В 1952 родился Стивен Сигал, американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер айкидо. В 1964 появилась на свет Азиза, советская, узбекская и российская эстрадная певица. В 1964 году родилась Маргарита Суханкина Маруна, советская и российская оперная певица, меццо-сопрано, эстрадная исполнительница. В 1982 году родилась Надежда Мехер-Грановская, певица, актриса, телеведущая, поэтесса, бывшая солистка поп-группы «Виагра». В 1988 родилась Ирина Горбачева, российская актриса театра и кино, блогер. Именины сегодня у Василия, Ивана, Иллариона, Ильи, Николая, Савы и Степана. Праздники праздниками, но самое главное, это что у нас? Учение, да. Учение свет. И учиться никогда не поздно. Действительно. И вот именно этой теме мы посвящаем нашу следующую тему. Институт повышения квалификации Северо-Восточного федерального университета в этом году продолжит реализацию программы обучения основам компьютерной грамотности людей пенсионного возраста. Она реализуется в рамках соглашения с общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров». И более подробно мы об этом поговорим с нашим гостем в студии. Это Майя Курнева, руководитель института Open СВФУ. Майя, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите немного о программе, что это за проект и как он будет реализован у нас. Данный проект, как вы сказали, реализуется с Общероссийским союзом пенсионеров. Данный проект включает два курса. Это курс по компьютерной грамотности и по тренинг на умный гаджет. Соответственно, если мы говорим компьютерная грамотность, это обучает слушателей именно как пользоваться услугами, что такое информационная безопасность, интернет и так далее, то умный гаджет предполагает уже использование приложений, такие как госуслуги, оплата через какие-то мобильные приложения и так далее. Угу. Как проходит обучение? В очной форме, заочно, дистанционно? Да, мы, так как это пенсионеры, людям очень сложно учиться, мы специально разработали индивидуальное сопровождение, то есть наши специалисты берут по 2-3 максимум человека, чтобы было удобно, комфортно учиться, и да, мы обучаем это очно. Очно. То есть нужно приходить на занятия, сидеть, Да. писать все в тетрадях, да, потом, соответственно, уже практиковать дома. Нет, наверное, в гаджетах. Да, В гаджетах. да, Гаджеты. совершенно верно. У нас есть компьютерный класс, к которому они приходят. И вот программа разработана, чтобы они, получается, в течение недели приходили в удобное им время и получали обучение. Нет, вообще это очень важно. Очень То есть для людей пенсионного возраста, вот особенно, допустим, те же самые мошенники, да, то есть есть же, наверное, такая тема тоже в курсе, да? То Да, есть да. противодействие какое-то. А вообще эта программа платная или бесплатная? Это программа бесплатная для слушателей, для самих пенсионеров, но за него платит Пенсионный фонд России. Мгм. Как же можно попасть и стать участником? И есть ли какие-то ограничения по возрасту? Ограничений нет. Главное, чтобы человек имел статус пенсионера. Попасть можно прийти к нам, к ФЕН 532 кабинет, либо как-нибудь с нами связаться. То есть, а как-нибудь с вами связаться, это? Мы через сайт dpo.svfu.ru, либо, вот как я говорила, к ФЕН 532 кабинет. 532 кабинет. А вы сказали, курс будет идти неделю. И вот за неделю, да, вот вы сказали, в основном это госуслуги, да, еще какие программы изучат? Например, мы обучаем, как оплачивать ЖКХ через мобильные приложения, как пользоваться мобильными банками.
Ну и, соответственно, ну, такие приложения, общераспространенные приложения. А кто является вот преподавательским составом? Кто А, обучает? Преподаватели — это наши коллеги, молодые специалисты, которые как раз-таки и постоянно находятся на своем рабочем месте и, соответственно, могут оказывать обучение в любое удобное время. Но у вас уже есть опыт проведения подобной программы, да? Вот как охотно пенсионеры идут на подобные курсы? Ну, охотно, идут, конечно, мы уже реализуем эту программу второй год. В прошлом году у нас был показатель 70 человек, в этом году мы должны обучить 100 человек. Ну, на самом деле, да, программа распространенная, приходят учиться и сотрудники университета. Также бывало то, что родители наши приходили, приходят. А вот что самая, наверное, вот на ваш взгляд, самая распространенная проблема вот для пенсионеров? Что им сложнее всего дается, да? Или что, в чем их потребность? Я думаю, дается запомнить. На самом деле, вот даже мои родители, я им каждый раз объясняю, но тем не менее почему-то не забывают. И в этом плане мы в этом году должны разработать именно онлайн-лекции, чтобы слушатель в любое удобное время мог прослушать заново курсы и тем самым вспомнить. Помнить и Да, попробовать заново, да? Если вдруг какие-то теоретические знания немножечко не усвоились. Да. Бывает и такое. Вплоть, мне кажется, можно сделать какую-то инструкцию, да, в виде по разным темам, чтобы потом пенсионер, который прошел, да, допустим, обучение, мог в любое время посмотреть и как бы освежить в памяти, да, то есть эти темы. Ну, мы тогда благодарим вас, в свою очередь, желаем вам хороших учеников, вот тех 100 людей пенсионного возраста, и, конечно, мы надеемся на то, что эти знания они потом на практике применят и обязательно будут использовать в своей повседневной жизни. Майя, ну а у вас сейчас есть замечательная возможность обратиться к нашим телезрителям, возможно, кого-то заинтересовала эта информация, куда можно обратиться, еще раз можно повторить. Да, я призываю даже не самих пенсионеров, а людей моего возраста, чтобы вы записали своих родителей, действительно дали те знания, которые они могли бы пользоваться уже и без вашего участия. И контакт? Или Еще раз повторить? 500? КФЕН 532 кабинет. Что мы благодарим вас, желаем вам доброго утра и хорошей, плодотворной рабочей недели. Спасибо. Ну а сейчас мы прервемся на выпуск новостей и буквально через несколько минут снова вернемся в эфир. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. С 1 марта на портале госуслуг был запущен сервис, позволяющий получить выписку из ЕГРН в режиме онлайн. Сейчас на формирование выписки уходит несколько секунд. То есть заявитель получает документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, практически в момент обращения. С 1 марта было заказано уже 750 тысяч выписок, и сервисом воспользовались почти 500 000 человек. Также Минцифры планирует работать над ГИС ЖКХ, которую нужно будет приводить в полное соответствие с онлайн-витриной данных из ЕГРН. Ну а в Минтруде предложили компенсировать расходы на коммунальные услуги по единому стандарту. В рамках единого стандарта устанавливается форма заявления на предоставление этой меры поддержки для льготных категорий граждан и определяется перечень документов для назначения компенсации. Единый срок принятия решения по услуге не должен превышать 10 рабочих дней. В России количество зарегистрированных в центрах занятости безработных сократилось с начала года на 23 тысячи человек. В настоящее время их 541 тысяча. Количество вакансий на рынке труда в настоящее время оценивается в 1,5 миллиона предложений. Ранее в Росстате оценили среднюю продолжительность поиска работы. По данным ведомства, в среднем граждане тратят около полугода времени для постоянного трудоустройства. При этом чаще всего безработные обращаются при поиске работы к друзьям, родственникам и знакомым. Такой способ выбрали 72% участников.
Глава Якутии Айсен Николаев и председатель Государственного фонда поддержки участников СВО Анна Цивилева провели в Нерюнгре совещание по вопросам открытия филиала фонда в республике. Ключевые принципы работы фонда – это максимальная открытость и решение широкого спектра вопросов, дополняющих меры государственной поддержки. Для этого в структуре каждого регионального отделения начнут работать персональные социальные координаторы, которые будут сопровождать каждого ветерана. Обучение социальных координаторов начнется в ближайшее время на базе региональных отделений Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В Якутске проходит чемпионат республики по снайпингу. Соревнования проходят по стрельбе из винтовки на дальние дистанции. Принимают участие в состязаниях 22 стрелка. По правилам спортсмены стреляют по мишеням дальности от 100 до 1025 метров. Участники проходят 12 упражнений и по итогам общим количеством очков судьи определяют победителя. Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч рублей. Напомним, что такое состязание в нашем регионе проходит с 2019 года. В этом сезоне это уже вторые соревнования. Первые проходили у нас 23 февраля, посвященные Дню защитнику Отечества. Участники у нас совершенно разные люди, как все желающие, у кого есть документы, винтовка соответствующая, разрешение на ношение данного оружия. Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» учредили в России. Он пройдет в Перми с 1 по 4 июня. Работы будут оценивать два состава жюри – профессиональное и детское, куда войдут ребята из Перми, отличившиеся в учебе, спорте и другой деятельности. Фестиваль пройдет на нескольких площадках, среди которых эспланада Перми, кинотеатр «Синема-5», кинотеатры сети «Синема-Парк», кинотеатр «Премьер», частная филармония «Триумф» и сеть социальных кинозалов Пермского края. Мы благодарим наших коллег из новостного отдела. Ну а сейчас поговорим о новостях в мире экономики. Да, согласно исследованиям, 31% россиян делят семейные траты пополам. Оказалось, что в большинстве российских семей мужчина и женщина делят расходы поровну. При этом в каждой десятой роль кормильца на себя берут представительницы прекрасного пола. Так, 31% россиян делят семейные траты пополам. В 16% случаев именно мужчина является кормильцем, а в 10% семей эту роль на себя берет женщина. Кроме того, треть респондентов отметили, что живут одни и самостоятельно себя обеспечивают, а еще 12% находятся на обеспечении у родителей. Ну, действительно, скорее всего, Статистика. да, статистика очень интересная. Скорее всего, она получается из-за того, что женщины любят ходить на шопинг, и при этом, скорее всего, они совмещают свой поход по торговым центрам с одновременным посещением и продуктовых маркетов. Ты как думаешь, согласна вот с этой статистикой? Ну, я, например, сразу подумала о том, в какой процент вхожу я. Собственно, наверное, вот про то, что самостоятельно себя обеспечивают. Но я была удивлена процентному соотношению. В 12% находятся на обеспечении у родителей. Вот этот показатель, конечно, удивил. Неужели так много людей до сих пор зависят от родителей? Ну, почему нет? Ну, возможно, что как бы люди разные бывают, да. То есть кому-то так комфортнее. Да? Не, ну а в целом, посмотри, значит, 31% пополам все-таки, и только в 10 случаях женщина, да, берет все на себя. Я думаю, что этот показатель должен становиться меньше и меньше. Ну, по Ты так мне. думаешь? Да. Мне кажется, больше и больше. Ну вот видишь, у каждого свое мнение. Ну а далее будет интересная тема у нас для вас, дорогие телезрители, потому что поговорим мы о таком термине, как безопасное приобретение товара. Это все-таки юридический термин, и мы должны поподробнее об этом узнать. Давай посмотрим, ну а потом обсудим. Доброе утро, дорогие телезрители! У нас весна, хочется приобретать что-нибудь красивое, яркое, и новая позиция Верховного суда Российской Федерации именно об этом. Итак, в одном из дел гражданских номер 33-2497 2023 года, ну если кому-то интересно, коллегия сделала следующий вывод. Покупатель имеет право безопасно приобретать товары, заключил Верховный суд Российской Федерации. Что это значит? Значит, что случай был следующий. Женщина спускалась в подвальный магазин, упала, вроде бы все было хорошо, купила товар, поднялась,
и обратилась в больницу. Выяснили, что повреждение спины, долгое лечение, упущенная заработная плата, расходы дополнительные на медицинское обслуживание и так далее. Ну, естественно, компенсация морального вреда. Обратилась к собственнику магазина, магазин отказал, требования не удовлетворил. Пришлось обращаться в суд. Но в суд она обратилась не просто так. Она обратилась с точки зрения закона о защите прав потребителей, то есть попросила еще наложить штраф за то, что требования не удовлетворили. Первая инстанция требования удовлетворила, вторая сказала нет, это не подпадает под закон о защите прав потребителей. А вот Верховный сказал суд следующее, что нет, покупатель имеет право безопасно приобретать товары, то есть имеет право воспользоваться законом о защите прав потребителей. Так что сумма должна в разы вырасти. Попозже узнаем, чем же дело кончилось. Но я надеюсь, что это последует того, что у нас будут безопасные, красивые, удобные магазины, где так приятно, особенно дамам, совершать покупки. Хорошего дня, хороших покупок! Ну вот так. Действительно, иногда заходишь в такой магазин, что прям даже между полками еле-еле протискиваешься. И если вдруг в этом случае что-то там на тебя сверху-то упало, то, собственно, можно обратиться и получить некую компенсацию. И это правильно, потому что мы должны думать о безопасности везде. И на улице, и в общественных местах. Действительно, ну и, конечно, друзья, вообще знание законов, оно всегда в приоритете, да, особенно в наше время, когда законы часто меняются. И вот, например, в преддверии летнего сезона собрали главные законодательные новеллы, которые ждут дачников в этом году. Ждут дачников разнообразные законодательные послабления. Например, с этого года можно официально разводить на даче кроликов и кур для себя, сжигать мусор и жарить шашлыки. Кроме того, продолжает действовать дачная амнистия, а газ границам участка можно провести бесплатно. Какие еще изменения ждут российских дачников, расскажем сейчас. Бесплатный газ к участку. В этом году продолжает действовать программа социальной газификации. Она должна была завершиться в прошлом году, но стала бессрочной. Программа действует лишь при условии, что дом, к которому планируется подвести газ, находится в границах населенного пункта. Например, если садовое некоммерческое товарищество не входит в границы населенного пункта, то оно не участвует в программе. При этом сейчас законодательно уже разрешено включать СНТ в границы населенного пункта. Каждый регион разрабатывает порядок такого включения, отметил зампредседателя Союза садоводов России Юрий Шалыганов. Можно жарить шашлыки и жечь мусор. Важным нововведением 2023 года является смягчение противопожарных правил, благодаря которым стало возможно легально сжигать мусор и жарить шашлыки на загородном участке. Так, с 1 марта минимальное расстояние от открытого огня до построек сократилось в 3 раза – до 15 метров вместо 50 метров. В случае разведения огня в закрытой емкости, металлической бочке, допустимое расстояние до любого строения станет еще меньше – 7,5 метров вместо 50 метров. Мангал же теперь разрешено устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от любых построек. При этом вокруг мангала должна быть зона в 2 метра, где нет никаких горючих материалов. Можно разводить кур и кроликов. В 2023 году вступил в силу закон, который разрешает россиянам разводить сельскохозяйственную птицу – кур, уток, гусей и индюков, а также кроликов на садовых и огородных участках. При этом полученную продукцию – мясо, яйца – можно использовать только для собственных нужд. Обязательным требованием является соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Напомним, раньше садоводы на своих участках по закону могли только выращивать овощи и фрукты, а за разведение таких животных на дачных участках полагался штраф до 20 тысяч рублей. Можно проводить онлайн-собрания дачников. С 1 января 2023 года вступили в силу поправки, которые упрощают процедуру голосования для членов садовых некоммерческих товариществ. Теперь дачники могут проводить голосование не только очно, но и в дистанционной форме через портал госуслуг или на других электронных площадках. Можно делать перерасчет за мусор, уезжая на дачу.
Это послабление касается и дачников. До этого, уезжая за город на длительное время, дачники должны были платить за мусор дважды – и в загородном доме, и в квартире. Теперь они могут сделать перерасчет за время своего отсутствия. Сделать перерасчет смогут жильцы, которые отсутствуют дома более 5 календарных дней. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением. К нему необходимо приложить документ, который подтвердит отсутствие по месту проживания. Могут изъять землю за нарушение. По новым правилам участок может быть изъят по решению суда, если будет установлено, что он использовался не по целевому назначению в течение 3 лет и более лет или с нарушениями законодательства в течение 3 лет с момента установления факта нарушения. Могут изъять землю за нарушение. В 2023 году продолжает действовать дачная амнистия. Ее срок истекает в марте 2031 года. В этом году не стоит забывать о возможности оформить жилые дома, которые были построены до 1998 года, и оформить право собственности на земельные участки под ними, но при учете того, что такие дома расположены в границах населенных пунктов. Как все-таки прекрасно иметь дачу, и вообще, мне кажется, сложно представить жизнь российского человека без дачи. Вот это вот вся прям романтика, все вот эти баночки, заготовки, помидорки, огурцы. Вот я даже не представляю, вообще есть ли такие страны или есть ли такие люди, которые не знакомы с этой романтикой дачной? Ну, мне кажется, например, в Египте сложно представить, что есть у кого-то дача, да? То есть у египтянина, вот у него есть дом, а есть отдельная летняя дача. Вот, кстати говоря, раз уж ты затронул тему Египта, там недавно археологи обнаружили серию красочных росписей на потолке храма бога Хнумы Весне в Египте. Об открытии сообщает пресс-служба Тюбингенского университета. Рельефные изображения включают все знаки зодиака – Юпитер, Сатурн, Марс, а также несколько звезд и созвездий, использовавшихся в древности для измерения времени. Так, по словам ученых, изображение знаков зодиака – редкость для египетских храмов. Исследователи считают, что система знаков зодиака и связанных с ними созвездий была введена в Египет греками и только после этого стала популярной. Напомним, храм Хнума Весне построен в Птолемеевскую эпоху. Это один из 6 сохранившихся великих египетских храмов греко-римского периода. Исследователям удалось полностью восстановить и перекрасить изображение неба на потолке. Действительно. Очень красиво. Да, и это в какие же времена, да? И ты посмотри, какое четкое изображение, да? То есть вот какие все-таки уникальные люди были, да? Ты посмотри, это же так сложно, это все отточено, выточено на камне, и сегодня вот мы можем видеть потрясающие такие рисунки. Ну, да, даже, наверное, в наше время, да, сложно как-то, ну, с новыми, с нашими, с оборудованием, с механизмами. Это тоже достаточно сложное такое задание. Ну, а вообще, Руслан, мы теперь знаем, откуда берут свое начало знаки зодиака. Ну и раз уж мы говорим о зодиаках, конечно, нужно перейти к нашей следующей рубрике и узнаем, что же нам звезды скажут. Овны. Овны на этой неделе озаботятся финансовыми проблемами. Везение в деньгах пока не предвидится. Из-за этого придется отложить покупку, о которой давно мечтали, или взять в долг. Тельцы. Тельцам на этой неделе ни в коем случае нельзя действовать напролом, даже если обычно окружающие склонны прощать вам упрямство и настырность. Сейчас этого не будет, поэтому если не хотите конфликтов и ссор, сдерживайте свой напор. Близнецы. Близнецы на этой неделе могут рассчитывать на мирный исход в каком-то давнем крупном конфликте. Еще одним приятным событием может стать чей-то визит, подарок или позитивная новость на работе. Раки. Раки на этой неделе рискуют запутаться в личных отношениях. Возможно, появится человек, при виде которого сердце будет предательски замирать. Львы. У львов на этой неделе ничего, что может их огорчить, не предвидится. Все, что вы наметите осуществить, будет удаваться легко и не без помощи счастливого случая. Единственное, над чем нельзя в этот период терять контроль, это содержимое вашего кошелька. Девы. Девам на этой неделе следует избегать людей, склонных к ненужным расспросам. Есть риск, что человек, который попытается втереться к вам в доверие, окажется излишне болтливым, а то и вовсе непорядочным.
Весам на этой неделе противопоказано сравнивать себя с другими в чем бы то ни было. Такие сравнения сейчас могут вызвать у вас лишь неудовлетворенность собой, досаду и зависть. Причем без всяких серьезных на то оснований. Вообще звезды советуют вам по возможности взять отпуск хотя бы на пару дней, чтобы восстановить силы. Скорпионы. У многих скорпионов на этой неделе появится возможность пополнить свой бюджет. Возможно, удастся найти перспективную подработку или организовать небольшой бизнес-проект, который начнет приносить мгновенные результаты. Стрельцы. Стрельцы на этой неделе проявят повышенное усердие в профессиональных делах, но распределяйте нагрузку правильно. Есть риск сильно устать от служебных проблем или упустить что-то в сфере личных привязанностей. Семейным стрельцам нельзя пропускать важный сигнал от партнера по браку. Возможно, настала пора что-то существенно менять в вашем монотонном супружестве. Козероги. Козерогам эта неделя не обещает больших беспокойств ни в профессиональных делах, ни в личной жизни. Но стоит иметь в виду, присущий вам обычно дар убеждения на эти дни вас покинет. Поэтому лучше сейчас и не выступать с докладами, не вступать в дискуссии и даже в семейном кругу не затевать обсуждение серьезных вопросов. Водолеи. Водолеи на этой неделе насладятся полным психологическим комфортом, независимо от того, как будут складываться обстоятельства вокруг. Вы научитесь абстрагироваться от проблем на работе и с легкостью переживете внутрисемейный разлад и конфликт с другом или коллегой. Одним словом, будете вести себя как мудрый человек. Рыбы. У рыб на этой неделе начнут сбываться самые заветные желания. Принимайте это с благодарностью. Будьте снисходительны к окружающим. Прощайте им слабости. Почаще делитесь с близкими людьми сокровенными мыслями. Интересно, да, вот многие люди ведь начинают свой рабочий день и вообще неделю вот именно с того, что обязательно читают гороскоп. Я не знаю, с чем это связано, может быть, хотят узнать будущее поскорее, либо, может быть, как-то строить планы свои, да, а может быть, просто вот задать себе какой-то темп прямо с утра, зная о том, что, ну, к вечеру, допустим, будет у тебя какая-то радость. Ну, узнать подтверждение своим мыслям, надеждам и, соответственно, с новыми силами идти вперед. Ну, вообще тема астрологии, прогнозов, гороскопов, она вот какая-то немножечко такая сказочная, мне кажется. И верить, не верить – это дело каждого, да? Да, ну а мы перейдем непосредственно к научной астрономии. Дело в том, что в обсерватории университета Решетнева рассказали, что на следующей неделе жителей Сибири и Дальнего Востока ждет очень интересное небесное событие. Оно произойдет накануне Дня космонавтики. Его отмечают 12 апреля. Речь идет о красивом небесном событии – прохождении Венеры рядом со звездным скоплением Плеяды. Венера 11 апреля будет на расстоянии 2,5 градуса от Плеяд. Плеяды находятся в созвездии Тельца, и как раз можно будет понаблюдать за этим явлением. Это скопление, видимо невооруженным глазом, очень красиво, так как это не просто скопление, а звездные ясли, комплекс газопылевых туманностей, в который погружено звездное скопление, где рождаются звезды и в настоящее время. Наблюдать за астрономическим событием можно будет и в Якутске, и за пределами города. Астрономы рекомендуют фотографировать небо в этот вечер. Действительно, всегда очень как бы привыкаешь. Ну, обычно мы, кстати, в городе особенно не смотрим, да, на небо. А выезжая за город, обязательно, если тем более ночью, удивляемся, что звезды очень близко. Ну а о звездах на культурном небосклоне мы узнаем из нашей рубрики «Культурные новости». Доброе утро! С вами «Культурные новости». Мы расскажем о самых интересных событиях культурной жизни нашей республики. В Нюрбе подвели итоги 12-го театрального фестиваля «Сата-2023». Всего в конкурсной программе участвовало 12 спектаклей от 8 театров республики. В номинации «Лучший спектакль» победил Государственный театр коренных малочисленных народов Севера с постановкой «В чаще».
В номинации «Лучший детский спектакль» победу одержал Нюрнбергский театр кукол с сказкой «Навстречу солнышку». Обладателем номинации «Лучшая работа режиссера» объявлена Маргарита Васильева за спектакль «Гроза», поставленный Нюрнбергским театром. В селе Батагай-Алыта Эвено-Бутантайского национального района с 30 по 3 апреля прошел Республиканский фестиваль эвенского языка и культуры. В рамках фестиваля состоялись республиканские конкурсы декоративно-прикладного творчества «Миргелан», северной песни «Арктика Долгани», «Голос Арктики», украшение оленьих упряжек, «Кочевая семья-2023», «Северных красавиц», «Нот Асаткани». Участники провели круглый стол, посвященный вопросам возрождения и сохранения эвенского языка и культуры. Всего в мероприятиях фестиваля участвовали около 300 человек из Аллайховского, Нижнеколымского, Булунского, Верхоянского и Эвено-Бутантайского районов. В Якутск 30 марта завершился международный инклюзивный фестиваль народной культуры «Алтын-Майдан. Золотая площадь». Фестиваль собрал более 500 человек из числа участников фольклорных ансамблей, театров этнической моды, вокальных коллективов и центров народного творчества. В рамках фестиваля проведен творческий форум «Атмосфера» и этноконкурс «Алгэс». Завершился фестиваль большим галоконцертом в детской школе искусств номер 2 города Якутска. Фестиваль «Алтын-Майдан» впервые был проведен в 2009 году в Татарстане и имеет статус международного. 29 марта в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия состоялось открытие юбилейной выставки «Реальность в пространстве и времени», посвященной 80-летию народного художника Якутии, заслуженного художника Российской Федерации Эдуарда Иосифовича Васильева. Экспозиция представляет разные этапы творчества художника, отражая многозначность и многоплановость его искусства, от работ, наполненных внутренней экспрессией, напряженным и созерцательным настроением, до самых свежих, представляющих зрителям красоту даров мира, природы. Но все вместе взятые, они представляют единую цепь погружения в процесс высокого искусства, пропущенного сквозь призму собственного духовного мира художника. Выставка будет работать в Национальном художественном музее до 4 июня. На этом мы завершаем выпуск. До новых встреч! Спасибо большое. Благодаря этой рубрике мы узнаем про культурные новости нашей республики, но телеканал «Якутия-24» тоже делает свой вклад. Так, на нашем телеканале продолжается первый республиканский интерактивный песенный конкурс «Вот это да!». Минувшим днем стало известно, кто победил от Алданского района по выбору телезрителей, а также по мнению жюри. Телезрители проголосовали и выбрали Анастасию Димову, а по мнению жюри лучшей была признана Людмила Кусова. В это воскресенье прошел эфир Нюрнбергского отборочного тура, где, по мнению жюри, лучшей стала Наталья Бабайцева. Также стартовало голосование на приз зрительских симпатий. Вы можете проголосовать за понравившегося вам участника от Нюрнбергского района в течение недели до пятницы. Поэтому поторопитесь. Для этого нужно будет лишь отправить СМС на короткий номер 5533, указав кодовое слово «ход», пробел и номер участника. Поддержите, потому что переживают участники конкурса «Вот это да», потому что в будущем у нас совсем скоро пройдет финал, где все представители различных наших районов приедут сюда, и мы выберем лучшего вокалиста республики. Замечательное шоу, я сама принимаю активное участие в нем. И действительно, приезжая в район, ты видишь, сколько талантливых людей есть на нашей
планете, да, вообще. И самое интересное, что нужно отметить, что в большинстве случаев участники – это не профессионалы. Вот они действительно приходят, пробуют себя, и ты представляешь, как здорово, когда вдруг члены жюри говорят, что «а ты-то поешь, и поешь хорошо, и ты проходишь финал». Это непередаваемые эмоции. Ну а затем происходит голосование. И если ты уже думаешь, что «ну не выбрали меня члены жюри, что же делать?» А так хочется петь. И тут смотришь, а ты проходишь по выбору телезрителей. Замечательно. Но дело в том, что действительно они как непрофессионалы занимаются в свое свободное время пением, а кто-то занимается тоже интересными, можно сказать, даже промыслами. И как не заскучать на пенсии, знает герой нашего следующего сюжета из города Томот Александр Смертин. В свои немного за 60 он увлекся резьбой по дереву и создает такие работы, которые удивляют не только местных жителей, они поразили и членов нашей съемочной группы. Во время командировки в Алданский район мы заглянули в гости к умельцу. Ну, я говорю, сначала контур делаешь, выбираешь, на какую глубину примерно, а потом начинаешь его выбирать. У опытного мастера инструмент скользит по дереву как по маслу. Но это только кажется, что все просто и легко. Умение работать с деревом пришло к мастеру-самоучке со временем. Свое давнее детское увлечение мужчина вспомнил и занялся им основательно только тогда, когда вышел на пенсию. А все началось с подарка сына. Сын старший учился в Новосибирске, привез мне инструмент вот этот вот. А это уже для барельефных инструмент. Тут уже клюкарзы, всякие топорики, то все, вот этот вот инструмент он привез. А его же использовать надо, он только для барельефной резьбы. Ну вот и пришлось переходить на барельефную резьбу. Но она мне больше нравится. Интереснее как-то, сложнее. Чем сложнее, тем интереснее. До выхода на пенсию Александр Смертин работал автоэлектриком, водителем, механиком и даже мотористом на корабле. А когда появилось много свободного времени, резьба по дереву стала главным его увлечением. Вот что бы я на пенсии делал? На диване лежал. Ну и все, больше что, ну книжки читал. А тут все-таки интереснее. У меня зима пролетает, я не успеваю оглянуться. Деревянные картины, панно, иконы, резная мебель украшают дом и внутри, и снаружи. По двору, где живет умелец, можно долго ходить и любоваться, что не вещь, то экспонат. Все, кто приходит в гости, восхищаются и удивляются таланту хозяина. При этом нигде специально этому ремеслу он не учился. Я самоучка, может как-то и по-другому надо. Я как вижу, так и делаю. Сначала вырезаю контур, на какую глубину, а потом уже потихоньку начинаешь обрабатывать. Вот, допустим, на переднем плане что-то ближе, ее сначала вырезаешь, потом углубляешься дальше. Свои поделки мастер в основном изготавливает из хорошо высушенной местной сосны. Однако самым хорошим материалом считает липу, которой в наших краях не найти. Ну, нет еще в помощь. Это панно с индейцем скоро станет очередным украшением двора. А в основном свои картины мужчина дарит друзьям и родственникам. Главный же ценитель творчества – супруга Виктория, которая и уговорила показать творчество мужа нашей съемочной группе. Сам мастер – человек скромный и, видимо, поэтому нигде свои работы не выставлял. Однако мы посчитали, что такой талант, притом не лишенный искрометного юмора, грех скрывать. И наш герой после съемок сюжета уже подумывает об участии в какой-нибудь выставке. Так что, возможно, скоро где-нибудь можно будет увидеть удивительные резные картины народного умельца из Томота. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Алданский улус. Да, действительно, Александр Николаевич очень интересный человек, умелец, и я даже, мне довелось поучаствовать, немножко поучиться резьбе по дереву. В передаче «Испытанном на себе» в одном из выпусков будет обязательно этот материал. Да и вообще замечательно, когда у человека есть хобби, и вот он может так скоротать свое свободное время. Это яркий пример тому, что, в принципе, если найдешь свое дело, оно всегда будет вот каким-то красивым, и это дорогого стоит. Главное, чтобы это приносило удовольствие непосредственно самому человеку. Ну а чем в свободное время могут заняться подростки?
примеру, обслуживание территорий, озеленение и образование являются самыми востребованными направлениями для трудоустройства у подмосковных подростков. Ежегодно на подработку в свободное от учебы время устраиваются около 20 тысяч подростков. В этом году уже трудоустроилось больше 500 ребят. В основной наплыв желающих работать школьников приходится именно в период летних каникул. Также при официальном трудоустройстве подросток в регионе получает от Центра занятости дополнительную материальную поддержку в размере более 2000 рублей. О том, как и куда могут трудоустроиться якутские школьники, совсем скоро мы поговорим с нашим гостем в студии. Ну а сейчас мы предлагаем познакомиться с новостями, которые произошли к этому часу в республике, в стране и в мире. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Правительство продолжает интеграцию в правовое поле страны новых регионов. С 1 июля этого года жители 4 субъектов федерации, проходившие военную и приравненную к ней службу, а также члены их семей, будут получать пенсии по российским нормам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Для получения пенсии необходимо будет подать заявление. Документом предусмотрены и специальные условия учета выслуги лет. Важно, чтобы все процессы были организованы удобно для людей, подчеркнул Мишустин. Он попросил ответственные за пенсионное обеспечение ведомства уделить особое внимание вопросу. Снежный полигон по улице 50 лет Советской армии закроют в ближайшие дни. Он переполнен. Снег продолжит вывозить на вспомогательный полигон по Вилюйскому переулку, сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев. Отметим, что грязный снег с улиц Якутдорстрой будут вывозить отдельно на полигон строительного мусора по Хатын-Юрякскому шоссе. Глава Якутска посоветовал водителям не сваливать снег, где попало у дороги, а завозить на территорию полигона, следуя знакам через КПП. Будем фиксировать нарушителей и штрафовать, предупредил глава города. За последние 4 месяца с начала декабря по конец марта спрос на внутренние горные курорты увеличился на 15%. Отмечается, что россияне чаще всего ездили кататься в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Также вырос спрос на лыжный курорт Красная Поляна, который предпочли 58% отдыхающих, несмотря на поздно выпавший снег. На долю зарубежных горнолыжных курортов этой зимой пришлось менее 1% бронирований. Чаще всего из них россияне выбирали армянский Цахкадзор, турецкий Эрджиес и Паландокин, грузинский Гудаури, азербайджанский Шахдах, а также и Андору. В Республиканском центре адаптивной физической культуры и спорта прошла спартакиада среди диализных и трансплантированных пациентов. Участники состязались по 4 видам спорта – дартс, плавание, настольные игры предков, а также настольный теннис. Всего на соревнования пришли 40 участников, жителей столицы, а также из разных улусов республики. Напомним, что такая спартакиада проводится в 4-й раз. Соревнование дает нашим спортсменам уверенность в себе, уверенность. Он и помогает социализации в обществе наших спортсменов, которые имеют проблемы в этом направлении. Раньше я спортом совсем не занималась, и вот теперь я хочу заниматься спортом. Дартс начала с дартса. Надеюсь, какие-то успехи у меня будут. Празднование Дня молодежи перенесут с 27 июня на последнюю субботу июня. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Напомним, одна из студенток МГУ ранее попросила президента перенести празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня, аргументировав это тем, что сейчас, когда он выпадает на фиксированную дату, студенты, как правило, заняты подготовкой к экзаменам и работой. Глава государства эту идею поддержал. Ранее президент подписал указ, согласно которому в феврале-марте будущего года в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Последний раз его проводили в 2017 году в Москве и Сочи. В мероприятии тогда приняли участие около 25 тысяч молодых людей. К этому часу это все новости. Хорошего дня. До ухода на новостной блок мы анонсировали о том, что будем говорить о трудоустройстве школьников.
Комитет Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, упрощающий трудоустройство подростков. Какие это нововведения, есть ли выгода у работодателей при приеме на работу подростков, мы сегодня поговорим с нашей гостьей в студии. Это Марьяна Викторовна Заворовняева, руководитель отдела активной политики, занятости и государственного контроля Госкомитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Доброе утро. Доброе утро. Марьяна Викторовна, да, расскажите, какие нововведения нас ждут в этом году? Как известно, да, всем известно, 5 апреля Государственная Дума приняла законопроект, внесенный Единой Россией, об упрощении процедуры трудоустройства несовершеннолетних детей в свободное от учебы время. Данный законопроект более упрощает процедуру принятия работодателями детей, будут сняты некоторые ограничения, а также сейчас в Российской Федерации действует постановление номер 163 от 25 февраля 2000 года, где более 2000 профессий запрещен, на 2000 профессий запрещен труд несовершеннолетних детей. Это, конечно, профессии, которые несут вредный и нравственный, да, урон здоровью ребенка. И как раз вот этот перечень они хотят упростить, рекомендуют упростить, будут подготовлены рекомендации согласно законопроекту. И каждый регион сам будет выбирать, утверждать данный перечень. Конечно, если мы будем утверждать данный перечень, это должно быть именно общественное обсуждение с участием уполномоченного общественных институтов и, конечно, нашего Ильтумена, комитета по семье. А какая квота по трудоустройству у детей и в целом вообще какая существует статистика? У нас в Республике Саха-Якутия действует закон о квотировании для граждан, испытывающих трудности поиска работы. Это инвалиды, граждане, освобожденные из мест лишения свободы, родители, имеющие 2 и более детей несовершеннолетних, и несовершеннолетние, которые находятся в социально опасном положении. Данным законом установлена квота. Это 1% от среднесписочной численности работников, и каждый работодатель, имеющий более 35 работников, должен устанавливать данную квоту. Предложение вносится в межведомственную комиссию перед Новым годом, примерно скажу, да, перед Новым годом, и комиссия уже распределяет. Это 1% распределяется между 3 категориями, поэтому для несовершеннолетних установлена доля 0,15. Сейчас у нас приказом в феврале была утверждена уже данная квота для несовершеннолетних, и в 60 организациях должны работать 85 детей. К сожалению, сейчас исполнение составляет 30%, и в прошлом году более 50% было исполнено работодателем. Мы знаем, что много предпринимателей сейчас зачастую берут на работу именно несовершеннолетних, да, детей. В чем выгода для них, да? И есть ли какие-то меры поддержки для таких работодателей? У нас, большинство у нас, к сожалению, это администрация муниципальных поселений, предприниматели не очень охотно. Вот как раз очень много ограничений для трудоустройства. Это же особая категория. Да. Они должны пройти обязательный медосмотр. Есть норма, сколько килограммов они должны в день. Такая норма имеется, Роспотребнадзором установленная. И именно работодатели, предприниматели боятся проверок. Поэтому очень слабо берут ребят на работу. И это социальная ответственность бизнеса. Да? У нас именно таких мер стимулирования больших у нас нету. Это бизнес, это наши дети, это профилактика правонарушений, во-первых. И центр занятости у нас входит в систему органов, системы профилактики. У нас есть субсидия, которая реализуется с 2018 года. Это уникальное республиканское мероприятие только для детей, которые работают в оленеводческих хозяйствах. Она составляет на одного ребенка от 15 до 32 тысяч рублей и период работы 3 месяца. Данной субсидией у нас пользуются более 50 работодателей. А кто в целом контролирует требования работы для детей, и чтобы работодатели, да, не нарушали трудовое законодательство? Нарушение это у нас правоохранительные органы, да, но это обязательно это прокуратура проверяет и Государственная инспекция труда, так как это труд несовершеннолетних. Но сейчас ограничения снимаются в части проекта. Данный законопроект будет действовать с 1 января, с 1 июня, с 1 марта 2023 года. И если они примут в окончательном чтении, тогда работодатели будут освобождены от обязательной оплаты, обязательного досмотра.
медосмотры будут синхронизированы. Допустим, ребенок прошел профилактический медосмотр, да, или диспансеризацию прошел, и если в течение года данный медосмотр он прошел, тогда справка не требуется. Но сейчас, наверное, многие родители уже думают о том, куда же трудоустроить своего ребенка во время летних каникул, да, и находятся в неком поиске. Вот где можно получить подробную информацию, куда можно обратиться, дабы побыстрее получить всю информацию и, конечно же, узнать о вакансиях, которые есть у нас в городе. Да, можете прямо обратиться к нашим зрителям. У нас в каждом муниципальном районе действует Центр занятости населения. В мае у нас будут проведены тематические ярмарки и вакансии для несовершеннолетних. В этом году у нас план более 5,5 детей трудоустроить по всей республике, и мы ждем работодателей в Центре занятости населения. Ну, еще в этом году Госкомитетом занятости у нас будет проведен первый конкурс «Трудовое лето 2023» среди муниципальных образований. Данный конкурс мы проводим совместно с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия. И за первое место будут предоставлены 15 путевок, за второе место 10 путевок, за третье место 5 путевок в наш лагерь «Сосновый Бор» на осенние каникулы, как раз для детей, которые работали в летнее время. Еще, пользуясь случаем, хочу обратиться к работодателям всем в городе Якутске. 14 апреля в музее «Исторический парк «Моя история. Россия» будет проведена впервые региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Всех работодателей, а также граждан, которые ищут работу, приглашаем в 10 часов по адресу улица Уткина, дом 5. Вот так. То есть мероприятия есть, возможности есть. И я думаю, что в этом году, конечно, показатели по трудоустройству несовершеннолетних будут хорошие. И, конечно, труд, он всегда облагораживает человека. Да? Поэтому приучать к этому труду нужно с малых лет. Спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Хорошего вам дня. Спасибо. Ну а нашим телезрителям мы желаем всего самого хорошего, бодрого начала дня, отличного начала недели и, конечно же, отличного, хорошего, позитивного настроения. Ну и, как всегда, мы напоминаем, что в 7 утра на телеканале Якутия-24 мы всегда рады видеть вас в 7:00. Доброго вам утра, дорогие друзья!